Пушланать шене бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун ирхи щидезе гетре, чевашин наци телевидение тюре ференже Ирбулзан Каларом. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбейрех сире вранма булышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйгыран пірле вранар. Шена ырыгуна пірле бушвар. Сылық сунада пхаква кураганзем пурнеде ыры ир будар чеваш ен наци телевидениен тюре эфиринже ир бузангварым сырым бебрле паян эбе Дмитрий Вериялов сылық сунада бзире пурнеде тебір худ. Шивырза житре хаква кураганзем, шивырза трандыр езер, тада хали бирен Пырат шаварни эрни, игерджи жизе, трандари, евгая пожерзели пахмар игерджи. Шагом бергиши забарха перед аргашин, перед ВКонтакте сайтри ушканра, керзе, ебе гвардзагуна поста инже, шаг идывзене хурава забар даргашин, тада шавандах, шавушканра, хезер ширза хаварма бутарадра яван хибегех, хаваран юлдажарзем вали, таванарзем вали, меледи булин саванзем, шуравна гуня джибе савамма бутарадра резервазене, тада меледи бын урах уяв яджбе мембур заламзане вуаза барадап коштарзан тюре эфирда саванза гиринзе. Тада шавандах шавушканрах езе ширзах варма бударадыр пирим пайнги ханавали ыйдузе ибе умбазире баваштарадап коштарзан яван хибегех тада сирим вали ирбузанг варымра узыл рубриказем тада саванышва юрызем пирим бебрле шивырзадма вырынжин джензикседама шамударах будар дезе тарахашын эбір пушват бар.
Ир хаква кораганзем тене зир телевизора хальгына ядыр, сирімбе бірле ир бузангыларым яван хибегех варадат парзире, тада ирхине зире шамаударах пудр тезе сирім валли саваны шойрезем, тарле узу рубриказем, яван хибегех хаква кораганзем, сирім валли пирым ВКонтакте сайтри ушкан ужа, зир шав ушкан рашир захаварма бударадар мәнледе булин, савам зем, юда жырзене, таванар зене, савам вар, эште жырзене, пірлешлеген жинзене, демінде бірінші захварма бударадар, візен эшкуне лайықрақ, тада шамаударах ирце кайдар дезе. Мен бур завам зене вуаза барадып кыштырзан, тада нумай вғыт юлмары, ширзахварма элгредр гайзир, тада шавушкан рахезир ширзахварма бударадар пирым байнких назем вали, иду зем мен буру иду зене вуаза барадып. Тада хаквырганзем шавушкан рах ширза баргадар гашын, пире казаква, пире гураганзем ушынже камну майрах, шаварны эрни пушван ятпа и гарджи пежерзе жина жинзем, е пежерзель греймен и гайзир. Шаварны эрни мэлле ирдет сирен, шагым бирги полез келет таргашын чирзахвар. Саум зенбирги деман зангар. Хали вара маалла и бир подложат пар узыл рубрика зенбе, хали зирим вали гороскоп. Мен зунаше же перешак савана швагун шаударзем. Сурахсем ларудырава улыштарма анхытланыр, енышсем давас хрушлах пур, кунаха екибе чептарны вырындарах. Вагардем. Телевизине пурны чакыртме урыхларах мелзем жырыр, шаккун чилай эше онышлы пурнышладыр. Егерешсем. Карьера картлашкебе хабарма шаныш пызык, сирин пужарулах пурнеде тыткынлама пулдаре. Раксем. Шенелехсембе пуян кун кедеть, пер-бір булымшине урыхларах кучпавах матыдынадыр, е камда булин сире эшпе шавдери теленгере. Арысланзем. Пурны жатебе ербе улыштарган самансем пулза ирдеш, е пер-бір кызыклы хыбар жиде, шылдырзем сире ларудрава хавар алла илмес неща. Херзем. Шакун шалды туйма жанр, выл сире терз удымзем тума булышы, телексине вара асту зайылма тырышыр, мен курнычын лыха шаврынма булдаре. Таразазем. Хаклы жинырба худшунузем аванах мари, тени зерына ытлашы критиклейдер, шылдырзем напланмац неща. Скорпионзем. Казаклы шинзембе палашны, візембе камылы худшунузем ергелине пиде паха пуля, шавын бада шин нумай пуштарнаган вырына щитсе гильни аван. Ухышезем. Пурнышпай келенер кашны саманда хаклама пулер, кун ништада васкатмасть. Тугачегизем. Немінде давас келме, пәреш патнеде алы пыйме. Ангуляныр шыбасире кымылаш клеген савынышлы самансем барнеле. Шывдыганзем. Укша деньги бешігіналары дұрулы әхлане, тень камда булин кевжен укшата варзабаре, ету бышла эшсенеш. Пулызем. Пиде савынышлы гун, чүнри юраду туймы вайлане е пір-бір тілбулу малышлыға пызык видим гүре. Хакваграганзем, сире йывырдарах пузан, иргине ирех вранзадыма, ирбузангыварма бахма, манжутпа сирен ирдерех шывырма выртмавла. Үйгі бірге ашымыр бузанда дағы водамран ирзен, кашни жин иккен, хаян әмерем вишшымыш пайне шывырза иртерет. Үйгі ергелі бузан, организм кондырва жуғатна вулғайла таварат, ütвашын жен ходоват, нейрон жығынузем кирлемар белок сөнжен тазалашы. Шабақ шаван байында сывы жин вайхужын не туйза варанат, шивыр задранзан. Шивыр на джухне пушмы мин хастарлығы жагат шавнамай выл лайхрах канат шавнбада ши електри шивыр мава. Нумай вага шивыр задранманны пурныш пағалахне ябық видим гырет. Шуде анвана стуем шуғават, вежерлен юллех, үттізенжен ютшынасы, яван пер ыйду давра шуғышвасы адаванат. Кирле ыйған твады зігетне кана жуғатсан да астуза юласы херық пилік процент чагады кен. Чагын бирге
пиги асрадыдыр. Варах чирзем шивичленне будут рассчитать шивар задранмазан. Тухтарзем ябах ига булас инсульт, инфаркт, гипертония, ивар ты чирпатне туна удом дезе чирпледеще. А пага ига вара черебе юнды марзен чиризенджен, нумай ты амакран хюделеме положать. Шивар задрана сыне кайрана анговарар вырдасун менерех кофе чаешме юрамас. Теще вазем нервтыдымне ябых видим гюреще. Выш хырымла е шизе дударна хыщен выртныде ига багалах не чагарать. Качки абат хыщен твад зегетрен каямарит мене. Итваши шиварны сахав шиварна чухнеги бегех сиенле. Осчахсен жугажебе шиден жинзен тавак рашиджи сагар загет. Аджа гедеген хирамзен тахар загет. Аджазен вуны загет шивармала. Ига вагдынже дем организмже сиепле видим бе павар задраган. Пине яган химии чиганы вергелин нетеп чизе павартна. Шакна гора вара шиелекле шивармала. Итвашину ма шиварзанда юрамас. Вагат ва шиварма выртмала. Тада шиварас уммен лайх шугушсамбе манжут па шиварма выртсан вара ирхине варанзадына хыщен ирбузанга варма яны хыщен сирен кун вара пида лайгерце гаят. Аза элдере деп тебірхут хака ураганзем пирым контакты сатривушкан сирен валли уже керзе юдажарзем валли таванарзем валли саламзем ежзағы вар аганда нумай вғат юмара влаза барадыбнан бурзамзене тюре эфирда саламладып Сирентован шиннарзане журавны гунежбе үтту явзембе тархашын керзе ширар. Хали варай бир хаква гураганзем малавла тузат пирим передачына пэджек тахтав гыщен таврнаппар. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами находимся в Новоюжном районе столицы, в микрорайоне Солнечный. Сегодня вы узнаете много нового об этом микрорайоне, где купить квартиру, как ее оформить и, конечно, о преимуществах. А расскажет нам об этом и руководитель отдела продаж Вера Владимировна. Вера, доброе утро! Доброе утро, дорогие телезрители! Рада приветствовать вас в нашем районе Солнечный. И сегодня я вам расскажу о наших комфортных и в то же время доступных квартирах рядышком с лесом. Ведь совсем недавно мы запустили старт продаж квартир с видом на лес в новом жилом квартале «Солнечный парк» от группы компании «Удача». Теперь давайте окунемся в атмосферу наших демонстрационных квартир и оценим ремонт в наших квартирах. Пойдемте посмотрим. Район Солнечный находится в Новоюжном районе города Чебоксар, рядышком с гипермаркетом «Лента». В шаговой доступности от района находятся остановки общественного транспорта, откуда люди могут спокойно добраться до любой точки города. Это тоже очень удобно. Сам по себе район очень экологичный. Он находится непосредственно прям рядышком с лесом. Совсем недавно у нас стартовали продажи в новом жилом квартале «Солнечный парк». Это жилой квартал, в котором будет находиться 6 жилых домов, огражденные забором. И мы позаботились о том, чтобы зелень находилась не только с внешней стороны дома, также чтобы территория дворов была благоустроена и озеленена. Сейчас очень выгодное время для приобретения жилья в Солнечном парке, потому что сейчас у нас старт продаж, и цена на начале продаж составляет 32 тысячи рублей за квадратный метр. То есть однокомнатную квартиру себе можно приобрести от 1 миллиона 198 тысяч рублей, а двухкомнатную квартиру вы сможете приобрести за 1 864 тысячи рублей. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В Солнечном будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство 4-полосной автодороги, которая соединит Солнечный с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в Солнечном смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Район наш постоянно развивается. На данный момент уже в Солнечном введены в эксплуатацию 9 домов. В этом году мы сдаем еще 4 позиции. Уже более 3000 человек сделали свой выбор в пользу Солнечного района, потому что нам доверяют. Мы среди застройщиков города существуем уже 15 лет. Жилой квартал «Солнечный парк», он у нас такой один из самых экологичных частей нашего Солнечного, но в то же время к нему будут организованы все подъездные пути, то есть связь с общественной дорогой у него, естественно, будет. Срок сдачи планируется в 2020 году, но поэтому именно сейчас вот очень выгодно
можно приобретать квартиру на старте продаж. На момент сдачи дома человек получает выгоду от 200 тысяч рублей. То есть цена растет, и это тоже очень важно. Все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и Сбербанк предоставляет такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. Доброе утро еще раз, дорогие телезрители. Сейчас вас познакомлю с руководителем управления по работе с партнерами Сбербанка Татьяной Черновой. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, вот ипотеку брать действительно страшно или сейчас какие-то условия очень выгодные появились? Но на самом деле сейчас, наверное, самое такое выгодное время для того, чтобы приобрести квартиру. Потому что на сегодня действительно самые низкие ставки на рынке по ипотеке. Квартиру в группе компании «Удача» в микрорайоне Солнечный можно приобрести по ставке от 8,5% годовых, да, что, на мой взгляд, практически рекордно низкие ставки. Да. Второй момент, что сейчас, наверное, в преддверии изменения в закон федеральный, касаемый эскроу счетов, цены застройщики еще не подняли, и можно приобрести по очень выгодным ценам квартиру. Я думаю, вот эта доступность на сегодня ипотеки, когда низкие ставки, достаточно интересные есть условия по цене квартиры, да, в группе компании «Удача», они приводят к тому, что сегодня ипотека, во-первых, растет рекордными темпами. В 2018 году в Чувашии было выдано ипотеки на 30% больше. И для примера, если говорить на цифрах, Сбербанк выдал 14 миллиардов рублей. И это как раз говорит о том, что доверие людей к ипотеке, оно растет. И сегодня ипотека действительно воспринимается как инструмент, да, приобрести квартиру здесь и сейчас. Минимальный первоначальный взнос сегодня тоже очень доступный, это 15% от суммы сделки. То есть для того, чтобы, например, купить однокомнатную квартиру в микрорайоне Солнечный, достаточно иметь 180 тысяч рублей. Да, что, в принципе, на мой взгляд, тоже можно накопить, да, либо когда молодая семья, могут родители помогать и так далее. Есть также инструмент у банков, когда, в принципе, у клиента нет вообще, допустим, наличных денег, да, либо на вкладе, но есть мат-капитал. Вот в этом случае мат-капитал вообще может являться просто первоначальным взносом, даже не нужно ничего копить. То есть это, наоборот, хороший инструмент использования мат-капитала, да, вложить его в такую выгодную квартиру в микрорайоне Солнечный. Все 15 лет мы очень плотно сотрудничаем, и можно также отметить, что с открытием этого нового проекта микрорайон Солнечный объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Да. Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год, да, это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартиры именно в Солнечном. Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии. С 23 февраля в микрорайоне Солнечном начали продавать квартиры в новом двухподъездном 16-этажном доме, который находится в 5 минутах от остановки Баумана. По номеру 410000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21:00 и записаться на экскурсию. Как уграганзем вагачитре эзир пирим ВКонтакте сайтри ушканра заговарна салам за него забама. Хаква Аннежем Петрова Марина сана юратсада саванза шуравна гуньячбе салам латпар. Паенги бегех комолвада хавасва пулма чундан сунатпар. Эбиргала мачук телейле пирен анне чивай хибуныжен пида саванашва. Ну майже гунбек аннеме эметлен мегана бударать. Кунжу даршебе ырада уже комолва был порножу пиде вором телеледе сывы
сывлахла иртер журавна гунячебе ывылба хере кезешир заговарна. Тада Цивильск районын жирав зависна халя Шубашкарда, шем ежаврза бурнаган Иванова Марина паян журавны кунне павлодовать, шивах юдажам Санбек ырышин тенджере сайра, кирекменле еврлых сиксе тухсанда пуш матражадан, сиренжем ере яванах юрадубателей хужавандар, сана може хеттине туйза иге бгаттыре уражне тивишлетрат масунадап ширып сывлых сан чумран хопмаан бельдер, сана хизеплезе ырысунза Светлана. Тада дебер салам. Ширзахварна Зоя Шамбина, Ирир Будр Пурнили, Ширзахварна Зоя Ирир Будр Зире, Шак Илем Легунзенже, Анисимова Людмила, Черет Лешуравна Куннир Терет, Ожазмахсамбе Савам Ласкилет, Пидюзем Жинжен, Елгу Ангайчер, Пурнашри Кашнигун, Ирлахпа, Саванашпа, Шудамет Сембе Тучер, Удас Шу Яванах Тагарда, Ужем Лапудр, Уихпек Шуда Кунжу, Шурги Хевельбек Кому Юган Жилбек Ворам Эмер, Чаваш Юманибек Ширип Сывлах, Кергунебек Пуянвах Санжан Санавалли. Людмила Ячбе Журавна Кун Савам Латпар Зире, Людмила Анисимова и Бирдезире Савам Латпар, и Бирдезире Нумерах он Юзунатпар, тогда Сирим Валли, Шагамбек Хитре, тогда Савана Шоюра Тархашу.
Уважаемые телезрители, я думаю, ни для кого не секрет то, что со вчерашнего дня в нашей стране празднуется Масленичная неделя. Собственно, поэтому у нас сегодня в студии в гостях художественный руководитель парка Вакреевский лес Мария Миронова и Матренка. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как обычно, вам приходится так рано вставать или попозже встаете, просыпаетесь Нет, попозже обычно? просыпаемся, хотя все-таки есть материнские обязанности, поэтому пораньше тоже. А с каким настроением вы проснулись? Вот, как вот сейчас, вот Масленичная неделя, у вас какое-то особенное настроение или, ну, в принципе, Да, как у нас обычно? постоянный бодрячок. Мы вчера уже начали веселиться. Первый день встреча Масленицы, поэтому уже бодрились прям с понедельника с утра. Ну, Мария, Матренка, расскажите, пожалуйста, немного про историю. Откуда на Руси вообще появилась Масленица? Почему именно Масленица, масло? Почему именно так называется этот праздник? Ну, я думаю, многим не секрет, то есть немножко все знают, что Масленица – это такой языческий праздник, тем самым, то есть этими проводами провожали зиму, и сжигание как раз из язычества взято, и праздник, который получился масляным, это последняя неделя, когда можно наесться до упада блинов и всего самого жирного и вредного, а уже, как говорится, в последний день попросить у всех прощения, и с понедельника Великий пост, поэтому все самое веселое и задорное это вот эту неделю. А почему именно блины? Почему так завелось, то, что вот именно вот это блюдо стало символом этого праздника Масленицы, проводов зимы и то, что наступает весна? Почему это блюдо? Хотя, казалось бы... На Руси это, я думаю, самое распространенное блюдо. Оно же простое, молоко, яйца, это все в хозяйстве есть. А на самом деле блин, он еще означает солнышко. И тем самым мы встречаем весну, встречаем солнце. Поэтому вот этот символ, он символизирует, я так понимаю, больше весну. Ну, круглое, Да, солнце, круглое, поэтому. солнечное, желтое, на фоне белого снега, деревьев без листьев. Это прям самое яркое. Ну, вам, наверное, как работникам, так скажем, культуры, да, работникам праздничной сферы, так скажем, наверное, больше известно о том, что каждый день Масленичной недели что-то символизирует, то, что каждый день должен проходить, по-моему, если же по-разному, и каждый день что-то обозначает. Вот про это. Да, сегодня вторник. Что сегодня? Какой Сегодня день? заигрыши. На самом деле Масленица последняя неделя была очень важна еще для сватовства. И сегодня как раз день, когда все веселятся, танцуют и присматривают себе невесты и женихов. Да, поэтому все игры связаны с этим, все ходят в гости, все танцы, кадрили, все остальное. Это все для того, чтобы закадрить или найти себе невесту, а уже в течение Великого поста, так сказать, все остальные процессы сватовства. И уже на Красную Горку после поста в основном и играли свадьбы. Так, сегодня заигрыши, вчера понедельник. Встреча. Ну, собственно... Встреча, да, то есть там приходили в гости, то есть это такой был, ну, не выходной, но Знакомились. родственники, да, приезжали, угощались, уже начинали угощаться. Завтра в среду. Завтра в среду лакомка, то есть уже начинает Угощается. больше объедаться, так бы сказать. В четверг. Четверг, вот честно, я всегда вот путаюсь в этих днях. Вот. А в четверг у нас это идет разгуляй. То есть многие же есть, получается, мужские соревнования, кулачные бои, взять это. То есть это вот как раз отдавался такому мужскому дню. Пятница моя любимая. Тещины блины, по-моему, да. если не ошибаюсь. Посиделки. Тещины посиделки. И суббота это заловкины посиделки, ну и воскресенье, прощенное воскресенье. И все. И можно сказать, что весна наступит. Да. Все. Надеемся. Надеемся. По крайней Но мере. учитывая, что в этом году 10 марта Масленица, в прошлом году мы делали Масленицу В феврале. Да, 16-17 февраля, так что я думаю, все-таки весна будет немножко такая запоздалая. Вот. От чего зависит дата празднования Масленицы? Каждый год она разная. Вот в прошлом году в феврале еще праздновали Масленицу. В этом году вот чуть ли не в конце марта уже Но можно это все сказать. привязано, получается, к православному календарю, поэтому пост, он немножко шагает. Я всех канонических, получается, законов не знаю, но все как раз от этого и идет. То
есть через 40 дней после Масленицы уже наступает Пасха. Это где-то будет середина апреля месяца. Ну и, собственно, вот после Масленицы все начинают поститься, держать Великий пост, чтобы все блины, которые были употреблены... Все калории, которые накоплены за Новый год, все ушло и все расцвели, как весна. Ну и какие обычно на Масленицу принято проводить обряды и как гуляют люди обычно на Масленицу? Но вот мы, допустим, в парке, так как все-таки все приходят в выходные, в этом году большие выходные, мы делаем 9 и 10 марта. 9 у нас будет как детская Масленица, репетиция. Вот. Все задаются вопросом, допустим, а будет ли сжигание чучела, получается, в субботу. Но на самом деле сжигать по законам, получается, православным, можно только в прощенное воскресенье. То есть тем самым прощаемся с зимой. И поэтому мы все равно чучело ставим в субботу. И, получается, сделали мы такую фишку, это дымовой эффект. То есть цветной дым, детям очень нравится, все ярко, интересно и, самое главное, противопожарно. Поэтому все соблюдено, все в детских законах. А уже 10-го мы стараемся, так как парк большой, разбить парк на несколько площадок. И каждая площадка означает как раз один из дней Масленицы. Мы берем самые яркие, то есть это поесть, это у нас обязательно. У нас будет очень много, скажем так, халявной, сытной еды, то есть будет и дегустация блинов. В этом году у нас фишка это цветные блины, вот такие же яркие, как матренка. Мы не зря ее сюда позвали. Матренка у нас будет зажигать на сцене, то есть будет яркая концертная программа. Обязательно будет отношение это к этим игрищам мужским. А уже второй год подряд мы будем тянуть машину настоящую от автосалона, и самый сильный мужчина получит килограмм красной икры. Ничего себе. Да, это будет почти литровая банка, кто не знает в соотношении. Вот. Но литровая банка получит самый сильный, поэтому обязательно надо приходить и пытать свое счастье. Ну и, конечно же, в парк, почему еще любят ходить? То есть весна, все распускается, аттракционы работают в полную силу, и можно покататься с удовольствием. А для самых активных, кто катается, тоже это у нас традиционно, среди посетителей будет большой розыгрыш. И у нас главный приз от парка – это мультиварка. Так как мы сытные, довольные, икра у нас есть, и блины есть, и баранки у нас будет, и чай там разных видов, но самые нетерпеливые, конечно, могут все это купить, потому что ярмарка большая будет, и насладиться всеми сладостями нашей масленичной недели. А традиционные русские забавы, ну вот там сбивать друг друга подушками, конечно, сидя обязательно на бревне, будет. или там забраться на столб. Ну, мы немножко адаптировали все масленичные традиции, потому что для нас важно в парке вообще безопасность. Ну, это да. Да, поэтому, допустим, у нас не сбивание, то есть не сидят на бревне, а будут стоять на таком небольшом бревнышке, вот, но это все равно эффектно, и сбивают там мягкими булавами. То есть вместо кулачных боев как раз вот перетягивание машины у нас в этом плане. Ну вот матренка, они отвечают как раз за все детские народные забавы около сцены. Вот, что у нас самое яркое будет? Будем бегать с блинами. Да. С бутафорскими блинами. Ни один блин не пострадает, обещаем. Конечно же, у нас будет все в виде квеста. Детям очень нравится. Также будут массовые конкурсы. Обязательно заведем самый яркий хоровод. У нас есть яркий символ солнышка. Обязательно возьмемся за ленты. Обязательно все потанцуем. В общем, будем веселиться перед Великим постом. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, после небольшой паузы мы продолжим наш разговор о Масленице и о том, как весело провести это время в Лакреевском парке.
Уважаемые телезрители, напоминаю, у нас сегодня в гостях в студии художественный руководитель парка Лакреевский лес Мария Миронова и Матрёнка. Собственно, человек, который создает все настроение масленичное. У меня такой вопрос, Матрёнка, про твой костюм яркий. Что он символизирует, какое практическое значение и откуда у вас, собственно, такой красивый костюм? Ну, костюм мы делали сами. Все костюмы придумывает художественный руководитель, да, воплощаем мы все вместе. Это стилизованный русский народный костюм. Мы его специально готовили для Масленицы, для того, чтобы сделать что-то новенькое, чтобы всем понравиться, это раз. Во-вторых, очень ярко, и нас будет видно издалека. Самое главное. С таким кокошником, с таким наверное, да. Да, партнерша у нее в голубом цвете, но у нее кокошник другой немножко формы, но он тоже такой большой. Вот. Мы, конечно, когда сделали, мы не подрасчитали размер, нам так казалось, о, классная идея, и потом поняли, господи, какой большой. Но зато ярко, все видят издалека, в парке очень большое количество народу, и чтобы они не затерялись, вот, я думаю, самая главная фишка этого кокошника в этом. Ну, почти 2 метра ростом, наверное, да. Если встать. Девочки рядом с большими людьми не чувствуют себя маленькими. Ну, про Масленицу. Продолжим разговор про Масленицу. Вот традиционный такой обряд, традиция, забава сжигать чучело Масленицы. Что символизирует, собственно, это чучело и зачем его сжигать? Ну, сжигают, во-первых, для того, чтобы все злые силы сжигают. Лицо делать олицетворенным нельзя было. То есть мы его не разукрашиваем. Безликое должно быть обязательно, чтобы все злые силы сжечь и вступить в пост такими чистыми, добрыми. Да, у нас даже такая вот фишка была. Мы ежегодно проводим конкурс чучел Масленицы по Ленинскому району. И, допустим, выбираем самую красивую. И как бы это не прискорбно звучало, мы ее сжигаем по языческим традициям. И вот первый год, когда мы проводили, очень многие детишки сделали лицо. Поэтому нам пришлось выбрать. У нас победитель автоматически определился, потому что была одна единственная безликая. Сейчас уже дети и школы более подготовлены. То есть у нас все безликие, но украшают уже кто как может, кто как хочет. Вот. Но по сжиганию у нас, я бы сказала, вот мы проводили голосование в соцсетях, что вы ждете от Масленицы в парке Лакреевский лес. Первое, это, конечно же, вкусняшек, разных блинов. Второе место, это концертная яркая программа. У нас поэтому и будет 4 часа, мы будем веселиться. И третье, это сжигание. В этом году мы, так как у нас парк модернизируется, а традиционное место, где мы сжигали, теперь там большая парковка. Поэтому чучело мы вначале поставим около сцены, и затем уже к концу будем нести ее в безопасное место, подготовленное для сжигания. Но там тоже большая площадка, где могут все разместиться и насладиться, наснимать так, как она у нас горит. Кстати, по поводу модернизации парка, вот вы сказали. Расскажите, пожалуйста, как сильно изменился парк вообще за годы его существования? Что было изначально вообще на месте Лакреевского парка? Как он появился и что сейчас, собственно, происходит в парке? Как живет сейчас Лакреевский парк? Ну, за последние, наверное, года 4, вот 4-й год, как я работаю, то есть парк очень сильно поменялся. В позапрошлом году мы отметили свое 60-летие с размахом, приглашали там и звездочку небольшую, премьер-министр, там солист у нас приезжал. Вот. Но парк очень сильно меняется. Еще не все, как говорится, чебоксарцы знают об этом, поэтому, когда там звонишь, что-то уточняешь, для людей первое такое новшество, которое они сразу запоминают, то, что у нас перенеслась сцена. И все говорят, как, где сцена? Там она была. То есть на месте старой сцены у нас большая парковка. Эту проблему мы решили в прошлом году, потому что не всегда не хватало парковочных мест. Я думаю, что на Масленицу, один из таких многочисленных праздников, все оценят удобство. Но главное, надо приезжать все равно пораньше, потому что жителей у нас много, парковка всех не вмещает. Ну, и кто-то пешим ходом приходит и наслаждается. Вот. Парк развивается в том плане, что у нас и ремонт прошел в 2015-2016 году, то есть у нас верхнюю часть всю заасфальтировали, поставили скамейки, урны. Он
он такой превратился в такой, появился у него свой эко-стиль. То есть все места торговли, они у нас, как сказать, в виде деревянных домиков, и многие на Масленицу к нам просятся торговать своими палатками, но, к сожалению, мы не можем всех принять, чтобы не нарушать вот этот вот эко-стиль. Поэтому места торговли все они у нас красивые, нарядные. Сейчас к Масленице все в желто-красных лентах, солнышки яркие. Поэтому приходите в парк, у нас всегда что-то новое. Ну и на самом деле есть традиционно, неизменно, это то, что у нас самое большое количество аттракционов с самыми низкими ценами. Это у нас не все знают, может быть, по положению главы администрации города Чебоксар цены держатся в пределах. Это вот детский билет 60 рублей, взрослый 90 рублей. И когда сезон начинается, мы очень часто делаем акции. Все у нас уже знают, 3-й год подряд у нас удачная среда, когда 50% на все, и прям в среду, видимо, все прогуливают школу и работу, потому что народу очень много, там с 10 до 2, но люди приходят. Есть ли какие-то далеко идущие, так скажем, наполеоновские планы у администрации Вакреевского парка? Допустим, просто предполагаю, может быть расширение территории парка, потому что я знаю, там дальше... Овражная часть. Да, максимум, куда я доходил, это вот сцена, где вот эта вот дорога, где кафе, и сейчас зимой там стоит вот горка, где на ледях катаются. Дальше я знаю, там глухой лес, по-моему. Ну, он не совсем глухой, там есть беговые дорожки, к нам приходят колледжи, школьники, сейчас они на лыжах катаются, а уже к весне, то есть там все бегают, можно и прогуливаться, то есть там периодически мы стараемся следить за чистотой, но это все-таки больше лес, и очень хотелось бы, наверное, чтобы люди сами не мусорили и не оставляли за собой мусор. Конечно, есть идущие планы, что углубляться, но тут есть такие моменты, которые мы не можем не упустить. Это то, что мы территория леса, и, конечно, мы стараемся не навредить природе, то есть не вырубаем какие-то большие деревья, все у нас под учет. Некоторые считают, что даже та же парковка вызвала вырубку каких-то деревьев. Нет, там на этой территории 2 дерева больших, мы их, конечно же, не сохранили. Да. Пришлось от пару небольших деревьев, так сказать, все равно избавиться, но это все по документам, все согласовано со всеми соответствующими органами. За эти 2 дерева чуть подальше высадили. Да. Вот. Ну, о долгоиграющих планах, наверное, будем говорить, когда уже будет намечен, потому что концепция парка, она очень обширная. Я, как говорится, пару лет назад ознакомился, есть такой перспективный план развития, то есть и еще строение. У нас вот спереди есть та часть, которая много планов на нее. Это где вот мост через дорогу через мост от улицы перейти, Николаева. И вот всю красоту там еще собираются наводить. Вот. В сроках сейчас все, опять же, упирается в какие-то нормативные и финансовые документы. Но на самом деле, в любом случае, в этом году 550 лет города Чебоксара, поэтому что-то такое модернизированное мы сделаем. Многие у нас всегда спрашивают, аттракцион, все хотят чего-то интересного и экстремального, но опять же немножко упирается в финансы, но обязательно будет. Ну, что, допустим, станет больше диаметр чертового колеса? Нет, будет экстремальный аттракцион, то есть многим нравится вот коммерческие, они не наши, там хип-хоп, еще что-то. Те же самые веселые горки, то есть, которые как американские, их надо модернизировать, подвергнуть редизайну, и я думаю, что в этом году как раз это первостепенно, чтобы они были яркие, красивые. Вот, поэтому, допустим, мы стараемся вот прежде всего, не покупается у нас новый аттракцион, но подвергаются редизайну старые. То есть карнавал один из самых старейших, который в центре, и по России их совсем немного осталось. Получается, под наш аттракцион разработали специальный стиль, то есть в морском стиле такого аттракциона именно вообще в России нет. То есть он у нас такой индивидуальный, красивый. Еще я слышал, что в Акреевском парке очень голодные белки, и очень жители нашего города любят их подкармливать, и они прям вот не стесняются, подходят и прям вот с руку вот да, к 60-летию мы, получается, закупили, благодаря нашему партнеру, 10 белок, выпустили их. И все, конечно, ждали, что сейчас белки прям будут шнырять себе
одежду и отбирать последнюю еду, но на самом деле белки, оказывается, они немножко агрессивные друг к другу, то есть они делят территорию. Но мы знаем, что вот в той части, которая ближе к административному корпусу, есть две наглые белки, которые остались, все, наверное, ушли вглубь, они остались, и мы их периодически видим. Они, конечно, больше наверху, в верхней части. Не сказала бы я, что они скромные, но они не любят шум, поэтому чаще их можно увидеть либо рано утром, либо вот в какие-то спокойные будние дни. Вот. Но у нас даже в соцсетях есть пару фотографий, то есть если я их успеваю заснять, они же далеко, то мы обязательно выкладываем. А так приходят, подкармливают. Кто больше ходит в Акреевский парк, ну, по выходным и будним дням? Это дети с родителями или это, наоборот, ну, так скажем, более взрослые люди, которые любят, ну, такую размеренную прогулку, просто спокойно, тихо погулять? Просто им интересно. У нас, получается, больше семейный. Я бы сказала, что 50-50 на самом деле. Смотря в какое время суток. У нас есть в парке, я точно знаю, там есть отдельный участок, где можно посидеть, поиграть в шахматы, в шашки. Там всегда собираются. Ранним утром можно встретить родителей с детьми. Особенно 1 января. То есть это так было, все спят, но дети с родителями уже в парке. Но у нас он семейный, то есть, допустим, парк Николаева, он прям вот детский, а у нас, наверное, центральный, и мы стараемся все мероприятия организовать так, чтобы было интересно людям всех возрастов. И парк большой, и вот облагораживается как раз нижняя часть парка, где можно погулять с колясками и отдохнуть от какого-то городского шума, то есть в том числе. Ну и вот хотелось еще, наверное, немножко сказать про мероприятия. Многие, наверное, знают, что у нас летом мы всегда делаем какой-нибудь яркий проект. Вот у нас было, всем, наверное, запомнилось, это «Алиса в сказочном лесу». Вот у нас Матрёнка была раньше «Красной королевой», это ее любимый цвет. Это, я так понимаю, это был какой-то такой мюзикл или постановка прям театрализованная, которую вы сами вот, мы ее воплотили, интегрировали. Мы ее делали, экономически было парку выгодно. В июле месяце нет больших праздников, кроме, наверное, Дня семьи. И мы сами себе придумали праздник, точнее, целый 1,5 месяца мы веселились в одной теме с 5 костюмами. Все было ярко, интересно, и, наверное, самым большим плюсом было не только то, что посетители действительно стали ходить, потому что многие приезжали на парковку, уже было слышно: а чё как много машин? Да у них там какая-то Алиса. То есть вот так у нас директор парка слышал, да у них, говорит, там какая-то Алиса. Люди приезжали, мы собрали очень много ярких артистов у нас было в рамках этого и фаер-шоу, и там дефиле костюмов. И самый, наверное, большой плюс, как я уже говорила, это то, что этот проект и вообще развитие парка оценили на международном уровне. Мы получили, получается, за 2017 год номинацию, получили статуэтку «Золотой пони». Вот. Пока в Чебоксарах, в Чувашии никому не удалось. Мы тоже, честно, не верили, хотя директор поехал, говорит, да не дадут нам. Мы говорим, нет, дадут, мы же молодцы. То есть мы пони получили, мы довольны, счастливы. И большое внимание теперь, конечно, Чебоксарам пристальное из других регионов в том числе. Ну, дальнейших вам творческих успехов тогда мне остается только пожелать. Ну и еще раз, про Масленицу. Когда, во сколько нужно приходить в Акреевский лес? Приходите 9 числа с детьми. Те, кто не очень любит суету, с 12 до 3 часов. Там будет и спектакль, и другие развлечения. А 10 мы ждем уже всех. Это с 12 до 4:30. Сжигание в конце в 4:30. Много еды, все вас ждет. Но кому-то хочется, если конкретно, то заходите в наши соцсети. Я их сама веду, поэтому стараюсь даже отвечать на вопросы. И все уже там можно узнать. Ну и вообще каждый день приходите в Акреевский лес, просто дышать свежим воздухом. Покормить белок. Покормить белок, да. Спасибо большое вам за то, что пришли сегодня в гости, создали такое прям масленичное настроение. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, передача «Ирбузан» подходит к завершению. Всех еще раз поздравляем с началом масленичной недели. Скоро уже увидимся еще раз. До новых встреч. Шанбахначу, курка ешереть,
Савна тузам шумрачух, ман юралас келет. Ах, тузам тырзана, ман бурас келет. Искала самок сене, ман черекетет. Юра дуба ышытам, салгыда мала. Юра ду черере чухлайық турныма. Тыра-тыра самак сен, шавыраш пужа. Дерле-дерле жубыш сен, илчиш каныча. Ах, тузам тырзана, ман бурас келет. Искала самок сене, ман черекетет. Юра дуба ышытам, салгыда мала. Юра ду черере чухлайық турныма. Санын күшусін ялан, бұқчырман шене. Чегеш юры бұшлазан, савындар жере. Ах, чегешін чегеш, юрына анча. Манын емісін мешеш, сандайын ажар. Савны күзін батырле, яланы құлар. Дір-дірме келештерзе, темір бұрынар. Хевелешан бахначух, курык ешерет. Савна тузым шумрачух, ман юралас келет. Ах, тузым тырзана, ман курас келет. Искала самок сене, ман черекетет. Юра дуба ышытан, салгыда мала. Юра ду черере чухлайық турныма. Юрия Марта Зайцева.